Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире Абаза ТВ телевизионное интервью. Год 2020 подходит к концу. Мы в редакции поразмышляли, искали проекты, формы, как обсудить итоги уходящего года. Конечно, в начале 2020 года каждый из нас лично строил планы, государство строило планы, общественные деятели, политики представляли 2020 год, каждый по-своему, но каким он получился, вот этому мы хотим посвятить наше телевизионное интервью. Конечно, мы все помним, как он начинался, с политического кризиса, потом досрочные выборы, потом пандемия, этот кризис мировой, который вначале нам казалось, это нас как-то обойдет, но сейчас мы переживаем, находимся вот в самом таком тревожном ежедневной сводке, нас всех заставляет быть напряженным в этой сфере. И поэтому в конце 2020 года нам будет полезно политикам, бизнесменам, общественным деятелям проанализировать, каким получился 2020 год. Что мы должны взять с собой в 2021 год? Какой отрицательный опыт, от чего нам нужно отказаться? Только такой объективный, заинтересованный разговор поможет нам правильно оценить ситуацию. Как говорил наш великий Фазиль, вот правильно оценить время, в котором мы стоим в 2020 году, и время, которое впереди, в 2021 году, как мы его будем планировать. Вот об этом серии интервью с политиками. Это означает, это политики, люди из властной структуры, исполнительной власти. Это значит, это представители оппозиционных политических партий. Мы хотим видеть у себя в студии депутатов, министров. И вот каким у нас этот получится разговор, откровенный разговор, конечно, судить вам, нашим телезрителям. И первый наш гость, мы, естественно, размышляли, планировали, кого первым пригласить. Лидер объединенной оппозиции. Эта организация была оформлена не так давно, в октябре. И вот мы решили поговорить с Садгуром Ардзинба. Добрый вечер. Рад вас приветствовать у нас в студии. Я надеюсь, заявленные мной принципы вы поддержите, разделите, и мы попытаемся вместе с вами поразмышляем, каким у нас был. Вы в начале года министр экономики, член правительства, вынес большие политические задачи, программы, проекты вы не рассматривали. Потом жизнь сложилась таким образом, вы были кандидатом в президенты. Естественно, это большой опыт, это большая ответственность, результаты выборов, это надежды, которые связывали определенную часть, 35% избирателей. И далее еще более большая ответственность, на мой взгляд, возглавить оппозицию и вот в этих условиях организовать политическую работу. И начну с того, что в заявленных принципах вы молодые политики, в заявленных принципах вы предложите интересные проекты, и вы будете реагировать на очень такие проблемы, вызовы, которые, возможно, появятся или появляются для абхазского государства. И вот на фоне этого ваше последнее политические заявления в ходе интервью «Чегемской правде» я почувствовал какую-то определенную уже жесткость. Если вы раньше говорили, мы будем помогать, и мы будем требовать, когда это нужно, а здесь уже я почувствовал о вашей готовности более конкретной постановки вопросов
через парламент или через другие структуры. Какие новости, какие чаяния, какие проблемы. И вот эти 2 дня у вас шли какие-то консультации с депутатским корпусом. Вот что вы можете рассказать? Вот начнем с конкретики, а потом попытаемся проанализировать в целом. Спасибо, добрый вечер. Я затянул свою вступительную речь, но это первая передача, поэтому... В целом, если в начале говорить о годе текущем, как он прошел, как он начался с того, что был государственный переворот. Мы все были свидетелями этих трагических событий, которые нанесли очередной удар по нашей государственности. Потом были внеочередные выборы президента. Ну, вся история, сейчас мне ее пересказывать не надо, мы все ее прожили вместе. И потом, если можно так выразиться, политическая пандемия, которая нас трясла последние 5-6 лет, она переросла уже пандемию коронавируса. К тем проблемам, которые у нас наслаивались годами, добавилась еще проблема заболеваний. Ну, в целом, если говорить про год прожитый, 20-й, но он уже заканчивается. Этот год, конечно, наложил на нас дополнительно тяжелые испытания. Мы потеряли уже за 100 человек от этой страшной болезни, и это большая для нас беда и потеря. Для сравнения, вот некоторые недооценивают, мы говорим про ДТП, это большая болезнь и большая проблема в Абхазии. Хочу для сравнения, чтобы телезрители оценивали правильно, самое большое количество за всю историю статистики ДТП в год, в 2016 году, если не ошибаюсь, погибло 80 человек. А от коронавируса у нас уже за неполный год погибло больше 100 человек. Вот для сравнения. Ну, сейчас, если уйти от этой болезни, к текущим вопросам насущным. Действительно, здесь вопрос даже не в возрасте, вы сказали, молодые. Это вопрос не возраста, это вопрос взглядов на жизнь, на политическую деятельность. Мы, политики, позиционируем себя как политики нового поколения. По сути, для цивилизованных стран это никаким новшеством не является, это цивилизованный процесс. Мы когда-то должны к этому прийти. Руслан Николаевич, если мы к этому не придем, мы будем крутиться на месте, уйдем в доиндустриальную экономику, племенной, вот какой-то родоплеменной, в принципе, сейчас признаки присутствуют. Там, не хочу сейчас уходить туда глубоко. Нам нужно политические процессы перевести в цивилизованное русло. Но вот когда мы баллотировались, там у нас была команда, мы проявили себя, во всяком случае, своей деятельностью политической, мы не нанесли никакого вреда, насколько мы понимаем, абхазской государственности, имиджу абхазской страны, выборным процессам, демократическим процессам. Постарались в рамках своих возможностей еще элементы абхазской культуры. То есть вот когда были какие-то определенные моменты, это вклад в общее дело. Но это когда была солидарная ответственность всех кандидатов. Тогда надо отдать должное Аслан Георгиевич Бжане и Леонид Дзяпшба. Мы все как-то вот сумели пройти достойно этот период. После того, как выборы закончились, результаты были оглашены, с этого момента большая ответственность ложится уже на власть, на тех людей, которые... Да. И мы с первого дня, вот если вы обратили внимание, много говорю об этом, полгода вообще практически в политической жизни не участвовали. И мы как-то рассчитывали на то, что будет диалог. И с первого дня говорили о том, что будем помогать. Есть, Руслан Николаевич, накопившиеся огромные проблемы, пласт целый проблем. Это криминал, это коррупция, это неэффективность государственного аппарата, раздутость государственного аппарата. И для того, чтобы решить эти все вопросы, надо идти на непопулярные вещи. Непопулярные вещи, естественно, в политическом плане могут быть оппонентами использованы для своих достижений узких, что, в принципе, оно часто бывает и бывало в нашей новейшей истории. Но я публично, как кандидат в президенты, как человек, который возглавлял определенную команду, и своему слову я никогда не изменял, я сказал, что если будут делаться в пользу страны, в пользу народа непопулярные вещи, я буду поддерживать и не буду пользоваться вот этой, знаете, негативом. Но это сделано не было. И даже попытки в этом направлении я не вижу, к сожалению. И когда вот процессы идут, вы знаете, Руслан Николаевич, есть обстоятельства, которые диктуют нашу активность. Если бы мы находились, я много говорю об этом, в какой-то суперразвитой стране, где есть уровень жизни населения, где все хорошо,
Можно там вяло текущую политику какую-то вести. В нашей действительности, учитывая то, что нынешняя власть, будучи в оппозиции, жесточайшим образом критиковала прошлую власть. И в том числе в этой студии затрагивались темы ввозного НДС, раздутости аппарата и так далее, и так далее. Много чего говорилось. И о том, что надо декларации доходов и имущества чиновника. Это же говорил Аслан Бжаня, будучи в оппозиции. И много чего, о чем было сказано. И вот так не так давно мы слышали такое выражение, как коррупционные рожи будем показывать. Ведь всего этого же нет. Ну, ссылаться постоянно на пандемию. Кто мешает декларация доходов и имущества заполнить и сдать на общее обозрение, вытащить? Это же пандемия не мешает. НДС ввозной. А об этом же сколько говорили. Критиковали очень много власть, но и на выборах я об этом говорил уже, признаться, что предприниматели приходили и говорили, вот экономически нам нравится ваша программа, ваше видение, но у нас вот есть такой вопрос по поводу НДС, а как вы считаете? Я сказал, что это решение правильное, его надо просто дошлифовать, но вы знаете, вот там нам обещали, что будут отменять и так далее. Я говорю, этого не случится, но ваше право, вы имеете право поверить и на своем опыте. В принципе, сейчас вот у нас сегодня был круглый стол, предприниматели открыто уже выражают, что они были обмануты. И таких много вопросов. Последний эпизод, о котором вы говорите по поводу парламента, это энергетический кризис, который имеет рукотворное происхождение. Вот я процитирую так на память, что энергетический кризис – это искусственно созданная проблема. Это диверсия. Вот дословно. Если... Для этого, у нас же эта проблема была и присутствовала давно. Руслан Иванович, вот если мы с вами сейчас будем думать о том, как выберем некое вражеское государство для себя, и как нанести экономике этого государства максимальный ущерб. Да? Мы экспедицию организуем и так далее, и так далее. Примерно вот что-то такое было сделано. У нас энергетическая система, как таковая, она в перманентном кризисе находится. Это так. Но кризис, он был связан с изношенностью оборудования. Это все требует больших инвестиций и вложений. Вот ко всему к этим проблемам добавилась еще другая проблема, которая была стимулирована правительством Абхазии. Это разрешили деятельность майнинга. Я хочу вам сказать, Руслан Николаевич, деятельность высокодоходная. Не требует никаких затрат особых, я имею в виду физических, умственных и так далее. Надо потратить деньги, приобрести оборудование, оно работает, и обслуживать надо. То есть это привлекательный, очень сверхпривлекательный бизнес, но вредный. И когда был запрет в 2018 году в конце, даже при запрете очень тяжело было останавливать эти процессы, Руслан Николаевич. А как только со стороны власти прозвучало слово «легализация», на границе, как вот мандариновый сезон, фуры очередями стояли. Вы помните все эти кадры. Для того, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Вот сегодня правительство само стимулировало этот бизнес, приток сюда этого огромного количества оборудования, потому что только в течение этого года текущего, вот последние месяцы, было ввезено оборудование больше, чем на 100 мегаватт. Теперь смотрите, Руслан Николаевич, сегодня идет отключение ферм, там мы видим по телевизору, вот это все процесс. Да, люди действительно стараются, и отдельно я хотел бы поблагодарить энергетиков. Они всегда виноваты во всем, хотя больше всех нас работают в этом направлении. Но как надо оценивать эффективность борьбы с майнинговыми фермами? Не по репортажам, а по объему потребления электроэнергии. Вот если мы сравним 15 декабря 2020 года, за сутки сегодня потребляется, если я не ошибаюсь, пускай Черноморэнерго меня поправит, потребляется на сегодняшний день порядка 10 миллионов киловатт-часов в сутки. В прошлом году на аналогичную дату эта цифра была порядка 7, может быть 6, может быть плюс-минус. Вот эти 3 миллиона киловатт-часов в сутки, если перемножить на оборудование, это где-то 125 мегаватт. То есть на сегодняшний день невыключенных ферм, если возьмем 125, отнимем там плюс какие-то гостиницы, которые появились, там 10-20, порядка 110 мегаватт оборудования сегодня работает. Вот как надо оценивать эффективность. Колоссальная нагрузка, которая получила наша энергосистема, плюс к тем проблемам, которые были, она вызвала вот ряд аварий. Кстати, я не хочу никого пугать, но у нас подстанции
по низкой стороне рассчитаны таким образом. Когда есть перегруз, они автоматически выключаются. Что будет и происходить в ближайшее время. Потом будут локально отключаться какие-то фермы, находиться, снижать нагрузку, они будут включаться, потом фермы опять будут включать. Это будет у нас, к сожалению, происходить. Теперь дальше. А что нам даст запрет до 1 Абсолютно мая? ничего. Людей не надо вводить в заблуждение. Люди же вложили большие деньги. А если перемножить на рубли, это где-то 1 200 000 000 рублей потратили. Это только официально то, что мы знаем. А люди в чаяния свои, там, в объявления, сейчас не хочу просто об этом говорить, люди скот свой продавали, чтобы купить оборудование. Зачем было людей толкать на вот это? То есть вы считаете, что решение о легализации способствовало расширению этого бизнеса? На данном этапе вот тот временный запрет, который до 1 числа лета, там, июня, да, Да. это абсолютно неправильное решение, потому что людей опять вводят в заблуждение. Люди опять в долги, люди опять уходят, значит, в какие-то кредиты, проценты, должны расплачиваться за оборудование. И тогда 1 июня или июля, не помню, когда там дата, ничего не поменяется. У нас энергосистема не выдержит такой объем нагрузки. Это же любой математик вам скажет. Если у нас Ингургэс всего вырабатывает плюс-минус 4 миллиарда киловатт-часов в год, и из них 40% по договоренности идет к нам, мы перебираем, как правило. Вот в прошлом году мы потребили 2 миллиарда киловатт-часов. С учетом перетока из России, Сухумгэс там немного дал и так далее. Но у нас уже сегодня, в прошлом году было такое потребление. Когда эта власть пришла, им же об этом сказали. Когда Черноморэнерго назначали руководителя, бывший генеральный об этом сказал, что у нас уже перегруз. Плюс к этому добавили вот эту историю. То есть мы имеем ситуацию, которую вы обозначили. Да. Что делать? В первую очередь, Руслан Иванович, я считаю, я об этом и на Алу-Хашик сказал, в первую очередь, люди, которые приняли это решение, они должны нести ответственность или нет? Как вы считаете? По сути, наша энергосистема, она попала в такую ловушку, из которой выбраться теперь надо очень жесткими решениями. Опять же, против людей, которые ни в чем не виноваты, по большому счету. Им правительство, не каждый знает проблемы энергетики. Ему сказали, вот президент сказал там на Чимчирской встрече об этом, что это хороший бизнес, надо развивать. И потом правительство приняло решение. Более того, еще самое такое удивительное, что люди говорят о том, что в 2018 году был запрет на деятельность, но не было запрета на ввоз. Но при этом, когда принимали решение сейчас, в сентябре, дали 30 дней на ввоз оборудования. То есть к тому, что уже было здесь в Абхазии, еще не хватало, еще добавили оборудование. Поэтому люди должны понести ответственность персональную. Если они сегодня такой шаг сделали, допустили такую ошибку, колоссальную ошибку, завтра там у нас в плане гармонизации есть вопросы по энергетике. Этот вопрос не сегодня появился. Нам надо будет все-таки с российскими компаниями договариваться, определять модель привлечения инвестиций. Наша энергосистема нуждается в инвестициях. Но это сложный вопрос, который должны решать профессионалы, которые будут на страже государственных интересов, а не вот так поверхностно относиться к вещам, и результат будет плачевный. Когда вы говорите об ответственности, скорее всего, вы имеете в виду, и о чем вы говорили недавно в интервью, то есть выразить недоверие, вот то, что дает право парламенту по отношению к членам правительства, недоверие отдельным членам правительства. И у вас были встречи, консультации с депутатами. Что вы можете рассказать? Да, мы общаемся с депутатами в парламенте, много людей, которые разделяют нашу точку зрения. Но парламент — это одна из ветвей власти. Это независимый орган. Депутаты парламента — это люди образованные, опытные. Я не могу сказать, что там есть не патриоты. Я ни в коем образом не имею права давить на кого-то или там принуждать к чему-то. Мое дело, как человека, который занимается политикой, об этом сказать. А принимать решения и депутатам, и отдельным. Я, честно говоря, на месте главы государства не ждал бы решения парламента. Я бы по-другому поступил бы. Он сам об этом говорил. Если вы помните, что если люди не справились и так далее, надо с ними прощаться. Это как раз сейчас самое время
вспомнить и Ли Куан Ю, которого цитировали, и всех остальных, и вот на деле показать. Но освобождение не решает проблему. Вы сами его как видите, выход из сознания? Как минимум, это освобождение нас освобождает от возможности еще усугубления этой проблемы. Ведь о долге же никто не говорит. Сегодня идет переток из Российской Федерации. Это деньги. Если потребление искусственно увеличено, Руслан Николаевич, здесь не так все просто. Здесь звенья одной цепи. Ну, переток было и в 17-м, и в 18-м. Сейчас условия изменились. На каких условиях происходит Нет, объем переток? потребления электроэнергии увеличен искусственно. Да. Если в прошлом году был переток и был определенный объем потребления внутри Абхазии, сейчас он практически, значит, в 1,5 раза увеличился. И при том тарифе стоимости электроэнергии, по которой идет переток, сумма внешнего долга, она будет в разы больше. Вот о чем идет речь. Как правило, эти деньги списывались с финансовой помощи Республики Абхазия. Так об этом договаривались. Если прогнозировать объем средств, которые у нас по итогу получится, это у нас ни одной инвестпрограммы не хватит. И от правительства мы, к сожалению, не слышим, на каких основаниях, кто с кем договорился, по какому тарифу, где источник финансирования и так далее. Опять же, возвращаясь к решению о легализации по майнингу, если люди допустили вот такую очевидную ошибку, я очень сомневаюсь, что они справятся с дальнейшими задачами, которые стоят перед нами. Вот в чем опасения наши. Другое направление, которое, на мой взгляд, вызвало определенную реакцию в оппозиционной среде, ну, если говорить конкретно, Аруа сделала заявление, потом вы в заявлении от 14 декабря на это обратили внимание, на концепцию внешней политики Абхазии о возможном формате переговоров с Грузией. По Конституции президент Абхазии определяет внутреннюю и внешнюю политику. Что именно вызывает у вас тревогу в концепции внешней политики Абхазии? Концепция внешней политики, вот я внимательно изучил этот документ, если сказать коротко, процентов на 80 это пустой документ, где такие определенные декларативные вещи. Вызывает тревогу вопрос взаимоотношений с Грузией. Многоуровневые отношения с Грузией. Да? У нас есть формат взаимоотношений сегодня в Грузии, это Женевские площадки. Это очень серьезный формат, который недооценивать нельзя. Это единственное место, где Республика Абхазия, как участник переговорного процесса, может общаться с американцами, с европейцами. На этой площадке, пока мы участвуем в рамках вот этих переговоров, нас никто не может обвинить в том, что мир, я имею в виду, вот ни американцы, ни Евросоюз, что мы не хотим конструктива, что мы не хотим прекратить какие-то конфликтные вопросы, подписать договор о ненападении и так далее, и так далее. Много там разных вопросов. И этот процесс девальвировать ни в коем случае нельзя. Таким образом, когда мы в своей концепции пишем, что мы будем выстраивать прямые отношения с Грузией, то Россия, участник этого процесса, который изначально Медведев, Саркози, все это происходило. Ведь не надо забывать, как это все началось. В 2008 году, как был подписан этот документ, как этот переговорный процесс образовался. Этот переговорный процесс образовался, Руслан Николаевич, когда танки стояли в 40 километров от Тбилиси. Никто в Грузии не хотел на это идти. Они были вынуждены пойти. Это дипломатическая, если хотите, победа на основе, конечно, трагических событий 2008 года. И отступать от этого, переходить в формат отношений с Грузией. У нас есть вот то, о чем говорят сегодня в оправдательной форме по энергетике. Я лично встречался с министром экономики, вице-премьером Республики Грузия. Лично у меня была встреча. Там присутствовали представители нашего СГБ. На Ингургэс мы общались, мы обсуждали именно вопрос энергетики. Эти встречи есть. Но они не носят официальный характер. Они носят рабочий абсолютно характер. Там Грузия не... Я хочу вам возразить. Женевский формат, абхазская сторона в качестве наблюдателя. Мы
с 1994 года вели переговоры в той же Женеве, где мы были стороной конфликта, и Российская Федерация, и ООН непосредственно при посредничестве России под эгидой ООН. Все эти переговоры многоуровневого характера, все эти 90-е годы, они имели место. И это позволяет Абхазии говорить напрямую с Грузией и требовать свои по всем направлениям, излагать свои позиции. Как мы сможем подписать соглашение о невозобновлении войны, не ведя прямых переговоров? И вообще, на мой взгляд, вот это, чего мы боимся, что будут сданы национальные, государственные интересы? Руслан Иванович, вы говорите о том, что наша страна участвует как наблюдатель. Формально согласен. Но наша сторона в рамках женевских дискуссий имеет возможность встречаться, еще раз говорю, с американцами, да, но этот с европейцами. Формат же не отменяется. Да. Что касается, у меня есть определенный опыт взаимодействия с разными тоже международными организациями и так далее. Очень много делалось попыток отменить этот формат, уйти от этого формата. Он неэффективный, он не дает результата и так далее под разными предлогами. Еще раз говорю, природу возникновения этого формата мы не должны забывать. Это достижение, в рамках которых мы должны двигаться. Никто не говорит о том, что у власти есть намерение... Концепция — это попытка отменить женевский формат? Или что за угроза? Вот я не могу понять. В концепции нет четкого понимания, нет четкого видения приоритизации задач по линии Грузии. Вообще этого нет. Есть, значит, многоуровневые отношения с Грузией. И опять же, там, значит, идет Россия, Грузия, там, Турция и так далее. Но зачем это все писать в этой концепции? У нас есть один вектор, он давно уже определен. Хочу вам сказать, да, мы говорим о том, что нам нужно подписать договор о неприменении силы, но это все понимают. Любой договор о неприменении силы, кто бы ни подписал, как бы ни подписал, это не дает гарантии того, что война не начнется, как только у Грузии появится возможность. И единственная гарантия того, что на нас не нападут, это боеспособная армия Республики Абхазия и верный союзник. В этом направлении у нас еще очень много работы, которую нам надо сделать. Нам в рамках договора 2014 года, ОГВ там есть, Объединенная группировка войск. В этом направлении есть уже профильный договор. Его надо развивать, укреплять свои вооруженные силы, укреплять свою обороноспособность, увеличивать, значит, мобилизационные ресурсы. Люди, вот я ездил однажды на сборы, как резервист так называемый. Не могу сказать, что то, что я там увидел, это соответствует. То есть в этим надо заниматься. Косвенно сказал президент на встрече в Общественной палате. Оппозиция вправе ставить под сомнение любой документ. Да. Оппозиция вправе вызывать тревогу, привлекать внимание общества на те или иные концепции. Но помимо этого оппозиция вправе и получить диалог и объяснение со стороны исполнительной власти. Меня этот вопрос очень интересует. Что мешает этому диалогу? Вот вы заявили о своей позиции. Здесь у нас МИД, президент, сам автор этой концепции. Попытка обсудить в рабочей обстановке. Руслан Иванович, вообще эта концепция появилась, я, если правильно понял, была в парламенте встреча, если вы помните, вот когда икону привезли, это вообще отдельный эпизод, комический и трагический, как хотите его назовите, нашей истории. Вот. Потом были там в парламенте слушания, и вот на базе этих слушаний появился некий какое-то там поручение министру иностранных дел. И вот, видимо, Министерство иностранных дел вот этот документ, значит, они как-то разработали. Но когда его разрабатывали, коли уж так последовательность действий сложилась, надо было позвать тех же ветеранов АРОА. Есть там Сахара у нас политическая партия, тоже в основной костяк, который ветеран. Привлечь общественность, да, экспертов. И обсудить. Никто же не, проект обсудить. Никто же этого не сделал. Более того, только что я сейчас разговаривал со спикером
парламента и с депутатами. С парламентом тоже его никто не обсуждал, этот документ. Хотя министр иностранных дел в своем заявлении об этом сказал, ввел в заблуждение. Только что вот я имел беседу. Этот документ накануне прислали в парламент, значит, для ознакомления, никто его даже не успел обсудить. Мы сейчас попросили спикера в ближайшее время организовать открытые комитетские слушания вообще по вопросам внешней политики, вопросы внешней экономической, гуманитарной, культурной политики. Здесь очень много вопросов, которые нужно обсуждать открыто. Мы скажем свое мнение, пускай власть скажет свое мнение. Это диалог. Коли уж власть сама не создает условия для того, чтобы этот диалог создался, то мы попросили, опять же, парламент. Это парламент как раз и место, где это можно организовать. И в ближайшее время надеемся, что такая возможность будет. На ваш взгляд, с чем связано вот затягивание процесса начала, скажу так, о заявленной готовности и власти, и оппозиции начать такой конструктивный диалог? Почему? Что мешает? Кто-то мешает, и окружение президента не готово, ваше окружение не готово. Вот, вроде бы мы слышим публично, что все готовы, а не видим этого. Откровенно скажу. Нам это не нравится. Во Мне власти не нравится это сегодня гражданин. присутствуют элементы, которые стоят у истоков раскола абхазского народа, которые непосредственно прямое участие принимали во всем этом. И всю свою политическую, одну из частей своей жизни, политической биографии, они сложили именно историю своего успеха именно на противостоянии нашего народа. Коль скоро не будет жесткого противостояния между оппозицией и властью, этим людям, в силу ограниченности их компетентности и иных каких-то факторов, места ни в правительстве, ни в государственной власти, ни в политике не будет. И эти люди вносят деструктивный характер и в нашу политическую вот эту действительность. И сегодня они влияют. Вот пример вам приведу. Пожалуйста. Я дал одно небольшое интервью в июне месяце, по-моему, на абхазском телевидении. Перед поездкой на аппарат в Москву. Да, я его записано было за несколько дней, но его показали почему-то вот в день отъезда, я не знаю, это тоже совпадение или что. Вы помните, какая была жесткая реакция со стороны мифической пресс-службы Кабинета министров? Какого характера слог там использовался? Оскорбительный, уничижительный. Хотя я в своем интервью ничего себе такого не понял. Я просто сказал, что нет никакой программы развития. И хотелось бы в этих кризисных условиях получить от правительства некий антикризисный план. Там их понесло в какую-то, политику. И даже там наш оппонент и так далее. Я не являлся оппонентом правительства на выборах. У меня был оппонент другой. То есть вот другой пример вам приведу. Мы проводим ряд мероприятий. Вот сегодня у нас был круглый стол. До этого по пандемии приглашаем министров. Это бывшие мои коллеги, я со всеми с ними общаюсь. Я знаю, у меня есть информация, что их просто не пускают на эти мероприятия. А в чем проблема? Я лично, как министр, везде всегда ходил. Даже если, меня критиковали, критикуют, это их право, это тоже наши граждане, они переживают. Но я тоже свою позицию говорил. Но вот этого делать не нужно. Абхазское телевидение возьмем. Я уже об этом говорил и с Иналом тоже. Эта тема, я обычно пытаюсь в студии Абаза ТВ не обсуждать своих коллег. Я думаю, что вы найдете другую площадку, в эту проблему обсудите. Но я, как председатель Союза журналистов Абхазии, я всегда готов подключиться, обсудить этот вопрос. У меня, вы однозначно сказали, что есть люди, которые мешают этому диалогу. Но я, насколько знаю, у вас нет никаких проблем, вы общаетесь. Президент приветствовал, когда вы создали оппозиционное движение.
вы поддерживаете связь. И мы его Но поздравили, президент когда... определяет, он главное лицо. И мы его поздравили, когда Да, выборы то есть прошли. То есть Вы же это я сохраняете эти отношения. Мы можем сохранять какие угодно личные Но они отношения. должны перейти на... И вообще вы хорошую тему затронули. Вот политические отношения, они в личные переходить не должны. У нас, к сожалению, вот традиция, кого-то критикуешь, потом все, значит, фамилии там ходят обиженные, непонятно, что там происходит. Личное с публичным путать не надо. Это вообще надо к этому перейти. Это одна сторона. Что касается президента, у меня могут быть с ним какие угодно отношения. Но он сегодня президент, я нахожусь в оппозиции. И где-то отдельно мы можем там, о погоде говорить, о чем-то еще. Я с него ответственности не снимаю. А отстраняться от этих вопросов он не может. Он за все в конечном итоге будет отвечать. И когда не будет диалога, Руслан Мканович, вот по наболевшим вопросам, общество общество сегодня, если вернуться к выборной риторике, к оппозиционным годам деятельности этой власти, очень много получило обещаний. Народ сегодня чувствует себя очень обманутым. В том числе не стоит забывать и ту тему, о которой сейчас как-то умалчивается. На основании чего произошел переворот? В результате убийств, громких преступлений. По этим преступлениям мы тоже особой динамики не видим. А по другим преступлениям, тяжким и особо тяжким преступлениям, тоже никакой динамики мы не видим. То есть и по НДС я уже сказал. Нет, я честно скажу, что действительно общество, в том числе и журналисты, с нетерпением ждут информации. И там, где нет информации, там уже появляется и большая политика, и все остальное. Вот в продолжении оппозиционной работы и вот той характеристики, которую вы сейчас дали, я бы хотел спросить у вас. У нас сформировался определенный опыт оппозиционной работы в Абхазии. Это опыт оппозиционной работы времен Александра Анкваб, опыт оппозиционной работы Рауля Хаджимба и опыт оппозиционной работы Аслана Бжаня. Это история Абхазии. Да. Да. Это эксперты должны изучать, политологи должны изучать. Что вам ближе, от чего вы никогда как бы не будете пользоваться методикой, идеологией, практической своей деятельности. На что вы обратили бы внимание как положительное явление, как политическая культура, которая поможет вам в вашей политической деятельности? Если говорить коротко, я бы так сказал. Лично я никогда не пойду на шаги, польза от которых будет меньше, чем вред, который нанесет это действие нашему государству. Вот вернемся к государственным переворотам. Это же огромный удар, огромнейший удар. Руслан Мканович, я имею большую практику, в том числе и взаимодействие с нашими там, союзниками и другими там, по внешней части. Это, вот если Россию взять, это очень стабильное государство. Уже с 2000 года, слава богу, там все в порядке. 20 лет это стабильно развивающееся государство, никаких политических катаклизмов нет. В нашем же случае мы девальвируем пост президента, премьер-министра и так далее. Вот мы видим сегодня, президент нашей страны в Москве находится, встречается на разных уровнях. Там кто-то говорит, что это не тот уровень для президента, кто-то говорит, что другой уровень. Если меня спросить, лишь бы был бы результат, надо встречаться. Это все государственные уровни. Да, но опять же, взять, если опыт мой личный, это ослабляет позиции руководителя страны, любого политика, когда в стране политически нестабильно. Это факт. И исходя из этого, все эти перевороты, конечно, огромный удар по нашей государственной, внутренней нашей атмосфере.
ну и на внешнем контуре. То есть Поэтому вы сказали все эти перевороты во множественном числе, то есть вы одинаково называете и 19 и 14. Потому что у зрителя, вы 2 раза это сказали о перевороте, у них всегда и в социальных сетях я ожидал этого обсуждения, чтобы люди четко услышали. Это и 14 переворот, все, что было и 2004 год, и можем и 17 год вспомнить. Очень много отрицательного. Да, вот и... что нам нужно и вам, вот ко второй части моего вопроса, что положительного вы могли бы взять, и вот что кредо вот вашей оппозиционной деятельности будет? Вот 3 святых этих Руслан Николаевич, я базовых вещей, от чего вы не уйдете. Вот это сказал, Да. но это никоим образом не значит, что если мы поймем и почувствуем, что национальным интересам угрожает опасность, мы будем предпринимать, может быть, более решительные действия, нежели это было вообще за всю историю оппозиционной деятельности Абхазии. Для того, чтобы совершить какие-то поступки, нам 5000 человек собирать не нужно. Поэтому в эту плоскость, я надеюсь, мы уходить не будем, будет диалог, будет цивилизованный. Во всяком случае, предпосылки для этого созданы на выборах. Есть личный контакт с президентом, ему надо взять ситуацию под личный контроль, не отдавать на откуп ни правительству, ни кому-то еще. На государственном телевидении надо навести порядок, в правительстве надо навести порядок. Ответственные лица за кризис энергетический должны пострадать своими, значит, и вот тогда у нас будет все хорошо. Должна быть программа развития, люди должны понимать, что, чем занимается правительство. Вот я вам задам вопрос, может быть, чуть провокационный. Для чего пришла эта власть сегодня? Кто-то может ответить? Для того, чтобы распределить между своими сторонниками кресла, для того, чтобы дать министрами поназначать каждого, кто взял рупор в руки, а тот, кто там поддерживал рядом рупор, его сделать заместителем. Для этого. Ну, кто может сегодня мне ответить, для чего пришла эта команда? Ну, нет четкого видения, четкого слова даже, не то, что дело, слова нет. Вот мы пришли для того-то, для Наши того-то. с вами зрители сейчас скажут, для чего пришло правительство в 14-м, потом в 11-м, Правильно 9-м, скажут, Руслан Николаевич. 4-м. Так вы критиковали в 6 лет эту власть, которая была в 14-м пришла. Вы для чего Да, пришли? вы что-то Критиковали, чтобы хорошее лучше сделать? Или хотели то же видеть. самое, или еще хуже сделать? Вот я задаю вопрос, для чего? Должно понять, вот команда пришла, я как это вижу? Эту власть, которая была, никто, я сейчас не говорю, что там много было проблем. И дальше будут проблемы. Но мы же ушли от этого. В 2020 году мы сказали, что все, там, Да. вот народ, так. Дальше должно быть же лучше, не хуже. Соответственно, я так вижу. Если пришла команда, она должна четко перед народом сказать. Мы пришли для решения вот этих конкретных задач. Время на эти решения этих задач нужно вот столько. Ответственные лица за это дело вот эти. Средства закладываются вот эти, это мы пока не можем и так далее. Все четко, ясно, и все работает как часы. Вас и многих намышленников не устраивает отсутствие, ну и многих нас не устраивает отсутствие четко заявленных Программ, о которой действий. говорилось в этой студии, в том числе Да. действующим президентом, будучи в оппозиции, что нам нужна программа. Кстати, нас очень много критиковали о том, что в 2016 году была принята стратегия социально-экономического развития, потом 25 шагов и так далее, но это не делается, да? Но нас хоть критиковали за то, что мы делаем программы, но их не реализуем. Но тут вообще об этом речи нет, вы видите? Нет вообще ни слова об этом. Если Ну, может, идет работа, вот эти консультации, ситуация. Ну, А кто в них участвует? Но вы же не, как вы можете, руководитель Союза журналистов Абхазии, об этом не знать? Ладно, скажем, я не человек несведущий. Если что-то идет, ну как может главный журналист Мы слышали Абхазии... о заявленных группах, рабочих О конституционной группах, реформе. программах, то и подобное. Пока вот Ну, пока мы да. ждем. Уже год почти прошел, мы ждем. Ну, мы-то, может, и подождем, но, боюсь, народ, который ждал, в том числе и сторонники Аслана Георгиевича Бжани, которые чувствуют себя, многие из них себя обманутыми сегодня, вот по НДС, по декларации о доходах имущества и так далее, много можно перечислять без конца. Я не хочу даже эту тему там, по поводу отравления затрагивать, когда мы 2 раза чуть до гражданской войны не дошли. Почему это уголовное дело отсутствует? Почему не расследуется? Я не хочу. Сегодня я политикой занимаюсь. Меня, значит, могут отравить.
Эти люди на свободе, если этот факт имел место быть, они должны привлечены быть к ответственности. Но человек, в отношении которого было совершено это действие, если оно было совершено, он, наверное, больше информации обладает. Надо обязательно провести расследование, потому что мы все находимся в опасности. Если эти люди на свободе, мало ли что, они сегодня... Ну, Да. я помню, как мы в этой студии говорили, обращались к Генеральной прокуратуре и ко всем остальным ветвям власти, чтобы этому процессу был дан достойный, оперативная такой реакция. И мы поэтому всегда поднимали вопрос при наличии диалога, вот это весь перечень вопросов и проблем, которые вы ставите, это было бы дорожной картой совместной работы власти и оппозиции. Скорее всего, это уже вот получается подтверждение моих слов, что отсутствие диалога между властью и оппозицией порождает очень много проблем в целом для страны. И пока вот мы писали интервью, мне занесли комментарии вице-премьера-министра экономики Кристины Озган на ваше интервью. Действительно, я обратил внимание на определенную там, жесткость в ваших высказываниях. Я уже говорил, и сейчас вы подтвердили, что вы считаете, что без освобождения, там, вы конкретно имеете в виду министра экономики, они готовили этот проект по майнингам. Дальнейшая работа правительства вызывает у вас тревогу. И вот как избежать? Вот, это хорошо, может быть, когда люди публично предъявляют друг другу претензии, но хорошо ли это для решения государственных проблем? Руслан Иванович, я ознакомился с этим интервью даже раньше, чем оно вышло в СМИ, поэтому хочу вам сказать следующее. Комментировать, конечно, в детали уходить не буду. Это хамское, в том же стиле, по образу жизни, соответствующей той персоне, от кого это исходит. Всем хорошо все известно. Сейчас детализировать не буду. Там много вопросов ко мне, куда я дел. И все отчеты эти есть. И публично я готов это все, конечно, предоставить. Можно ряд встречных вопросов задать по ряду госкомпаний, которые курировали в свое время. Я вообще готов вас всех сюда пригласить, что вы здесь не заочно, а очно общались и предъявляли друг другу. С удовольствием всегда готов к диалогу. Можно задать много вопросов. Когда имущество госкомпаний, которое было в ведении тех или иных руководителей, в частности данного лица, перешло в арендные владение членов семьи и так далее. Но не хочу опускаться на частности. Это всему свое время. Эти деяния, они найдут отражение в рамках уголовных дел. Придет свое время. Каждому свое время. Но данного стилистика общения, я ее не приветствую и не принимаю. Потому что все-таки мы строим государство. И когда государственный чиновник высокого уровня, который представляет Абхазию не только внутри, но и за пределами страны, позволяет себе вот в таком формате выражать свои мысли, это унижает весь абхазский народ. Потому что это интервью читают и за пределами нашей страны. Это с сожалением можно отметить. И вот мой призыв к Аслану Георгиевичу Бжане, как к президенту, пока его будут окружать люди такого плана, такого характера, ничего хорошего не будет. Не будет никакого диалога, будут больше проблем, и действия не заставят себя ждать. Еще раз, я не угрожаю. Здесь много сказано о криптовалюте. Я с большим удовольствием расскажу и проведу отдельную лекцию министру экономики, что такое криптовалюта, для чего она используется, какое обширное применение в экономике страны она имеет. Но хотелось бы от министра экономики нашей страны не вот такого рода хамские выпады. Это что касается меня лично, я с этим разберусь. А стране нужен министр экономики, который не по освоению российских денег мастер спорта, а по собственному развитию. Пускай они предложат программу развития,
как увеличить собственные доходы бюджета, как помочь предпринимателям, как сделать экономику лучше. Ведь нас обвиняли в том, что мы ничего для экономики не сделали, хотя экономические показатели за этот период, пятилетний, при том, что финансовая помощь со стороны Российской Федерации, если в долларах США говорить, это порядка 113 миллионов долларов США. Если за предыдущие 5 лет говорить, это порядка 500 миллионов долларов США. Несмотря на это, нам удалось увеличить бюджет в 2 раза практически, экспорт увеличился практически в 3 раза, и промышленное производство увеличилось существенным образом. Много разных показателей, которые есть в сборнике «Абхазия в цифрах» за 2019 год. Если у министра экономики его нет, я могу его предоставить. Еще раз говорю, вот это хамство и такой стиль общения – это признак слабости, признак отсутствия понимания вообще, где ты находишься, зачем ты там на этой должности находишься и для чего вообще тебе, в том числе я, как налогоплательщик, значит, плачу тебе заработную плату. Я должен обязательно отметить свою собственную позицию, позицию вообще нашей редакции. Мы всегда избегали публичного обсуждения кого-либо в отсутствии его в студии. Но я не планировал такой разворот, но так получилось, совпало. Но вы должны признать, что вы этот тон тоже задали. Вы сказали в интервью «Чегемской правде», что президент должен избавиться от этих паразитов. Да, я правильно цитирую? Вы это сказали. Да, я сказал, это тоже было не очень, политически выдержанная речь главы оппозиции. Если из контекста вытаскивать, да, конечно, это можно отдельно взято. Кстати, это я имел в виду не применительно к министру экономики. Я тоже сейчас, но это по отношению к членам правительства решение по майнингу, насколько мне известно, оно вообще рождалось не в другом месте. Это уже другая история. Не об этом речь. Я говорил о тех приспособленцах, которые во всех политических командах всегда вовремя примыкают, и за счет того, что они там какие-то вопросы свои личные решают, они выстраивают свое экономическое благосостояние. А как их по-другому назвать, Руслан Канович, если не паразитами? Я этих людей имею в виду. Почему данный чиновник это все принял на себя? Есть старая русская поговорка, знаете, про шапку и вора. Может быть, этот элемент сыграл, может, другой момент. Но в любом случае, я прощаю министра экономики, я не хочу с женщиной абхазской уходить в полемику публичную, хамскую и так далее. Но хотим не этого. Хотим программы, хотим развития экономического. То, за что нас упрекали, пускай дадут. Если этого не будет, такого рода стиль общения, он только усугубит ситуацию, ускорит. Потому что у меня определенный лимит терпения, допустим, вот такой. Но не у всех людей, которые находятся в оппозиции, такого же рода уровень терпения. Это же людям не нравится. Мы люди, которые не первый год работаем в абхазской журналистике, мы это видим не первый, не второй, не третий, не десятилетие. И я уже и публично, как член общественной палаты, говорил, общество устало, и мы хотим диалога, мы хотим продвижения. И поэтому я хочу продолжить беседу, которую я планировал, подводить итоги года. И мы, когда говорим о диалоге, я бы хотел вас спросить, какое начинание правительства, как вы заявляли в самом начале, вы готовы поддержать и помочь в ее реализации из того, что сейчас есть на повестке дня? Мне нравится, я слушал интервью министра финансов, вице-премьера, хотя этим, наверное, должно заниматься Министерство экономики, но он говорил о том, что нужно поддержать бизнес в части бюджетирования кредитов, субсидирования кредитов, поддержки, стимулирования. Это мне нравится. И другого рода деятельность. Там у нас есть контакт и изменения по акцизному налогу. Там давно назрело изменение. И, кстати, мы готовили, оно сейчас нашло свое продолжение. И слава богу, это хорошо. Сегодня мы говорили о том, что на круглом столе говорили о том, что нужно предоставить льготы начинающим предпринимателям.
бизнес в тяжелых условиях. Тем более пандемия поменяла экономику, новые формы бизнеса появляются. Вот для новых начинающих предпринимателей, для малого бизнеса предоставить налоговые льготы до 3 лет. Этот проект закона был подготовлен Министерством экономики в 2018 году, если я не ошибаюсь. Тогда не нашел поддержки, но сейчас как раз самое время. Надеюсь, что и правительство возьмет его в основу, и будет президентская инициатива в парламент. Значит, министр юстиции, вот я слушал его интервью, мне очень понравилось, как он говорил о том, что нужно систематизировать работу. Давно назревшие изменения в части оцифровизации реестра. Это необходимо, это облегчает работу самого министерства и облегчает работу для предпринимателей, которые получают из этого реестра информацию или вносят в него. Мне также понравилось выступление молодого помощника главы администрации президента Александра Ачба, где он говорил о том, что они будут создавать платформу электронную, где госзакупки будут контролироваться, то есть все прозрачно. Это шикарная инициатива, которую нужно давно было реализовать. Мы как-то пробовали в рамках министерства. И дальше что еще? Ну, есть ряд направлений. Вот по МФЦ, например, предоставление государственных услуг в режиме одного окна. Тоже была инициатива, я не помню, по-моему, президент даже ее озвучивал. Хорошая инициатива. Проект закона мы подготовили в 2018 или 2017 году. Он готов, можно его взять за основу, можно свой подготовить, неважно. Главное, чтобы, вот, особенно сегодня в условиях пандемии, чтобы люди не в очередях стояли во всех министерствах, кабинетах, а конкретно точечно имели возможность прийти в одно место и получить весь возможный спектр государственных услуг. Вы даже, может, даже ответили на мой следующий вопрос. Это выражено и в кадровом решении. То есть тех, кого вы программы, проекты отметили, эти лица, которые эти программы озвучили, они адекватно вас симпатизируют как членов правительства. Эти люди, я могу еще многих перечислить. Сейчас мы, министр иностранных дел, тоже он попал под критику, но там тоже много инициатив. Человек опытный. Значит, вот Джансух Нанба трудится в администрации президента. Там много есть людей, которые занимаются хорошим, реальным делом. И в оппозиции такие есть люди. Задача моя личная, Аслан Георгиевич Абжани, как бы, да, людей, которые сегодня каким-то образом соприкасаются, слово «паразиты» вам не нравится, но убрать тех неэффективных менеджеров и с этой командой, и с той командой объединить эффективных, и на благо страны поработать. Вот наша ключевая задача. И тогда у нас все получится. Ну, это нормальное явление, когда оппозиция бьет колокола. Я не чувствую, что здесь возможно или здесь есть угроза, а здесь хорошо, и хлопают в ладоши, если что-то у нас хорошо получается. В этой части вы как-то затронули вопрос, мы говорили о безопасности. И в 2020 году то, что произошло в Закавказье, Карабахский кризис, это сигнал для нас какой, какие мы делаем выводы, как мы учимся на чужих ошибках. Вот что для нас Карабахский кризис? Главный урок, который мы должны извлечь из Карабахской войны, это то, что жить прошлыми победами нельзя. Каждый день надо достигать новых побед. Мне кажется, Карабах и Армения в целом, это мое субъективное мнение, и пускай никто не обижается, попали вот в ловушку той войны далекой. Вот тогда они одержали определенное преимущество военное и так далее, закрепили за собой определенные территории, и на базе этого они каким-то образом, может быть, даже расслабились. В то время, когда Азербайджан, который посчитал себя проигравшей стороной, он укреплял свою боеспособность и воспользовался ситуацией. Я думаю, что это связано больше с выборами в США, в союзе с Турцией. Они, значит, совершили то, что произошло. А в это самое время мы знаем, когда власть менялась в Армении, когда пришел Никол Пашинян, были антикоррупционные расследования громкие и так далее. Может быть, беспочвенные, может быть, имеющие основания, но по факту какие-то там из 10, может быть, 5 правды.
Вот мне кажется, Карабах, Армения, они немножко застряли в том, что они после этой победы они расслабились и начали заниматься между собой выяснением отношений. То, чем мы занимаемся, в принципе, 27-8 лет уже. Вот яркий пример, вот сейчас вот это интервью министра экономики Озган. Вместо того, чтобы свободу мы завоевали для того, чтобы пахать и пахать, потому что мы, в отличие от других стран, новых стран, которые появились на постсоветском пространстве, мы не имеем ни природную ренту, ни какой-то огромный, значит, потенциал людей, большой народ и территории. Мы имеем то, что имеем. И если, допустим, те страны, которые могут рассчитывать на природную ренту, как Российская Федерация, Азербайджан, Казахстан, у нас этого нет. Мы должны, чтобы выжить, нам необходимо произвести товар или услугу, которая будет востребована, и ее продать внутри страны или за пределами. Это источник нашего богатства. Все. В других нет никаких путей. С помощью привлечения инвестиций, с помощью привлечения финансирования. Финансовая сторона имеет большое значение. Это отдельная тема. Кстати, мы этот вопрос еще в 2015 году ставили, но этот вопрос надо планомерно двигать. Ключевой вопрос для развития нашей экономики – это наша национальная валюта. Вот мы используем рубль Российской Федерации по умолчанию. Статья 16 договора 2008 года между Россией и Абхазией гласит, что Российская Федерация, исходя из того, что рубль Российской Федерации является платежным средством на территории Абхазии, будет оказывать поддержку финансовой и банковской системе Республики Абхазия. Вот эту статью надо расширять. Я о чем говорю, Руслан Николаевич? Это экономисты меня поймут. Это очень важный аспект наших отношений с Россией. Нам нужно, в конце концов, или замоделироваться с россиянами по валютному соглашению, или создавать свою собственную валюту. Это тоже является серьезным ограничением. Ну, вот об этих вещах нужно говорить министру экономики, нам все вместе. О российско-абхазских отношениях, о российско-абхазской повестке дня. И очень коротко, из того, что заявлено в как бы программы действий, да, что вызывает тревогу, над чем нужно всем вместе работать, что является как бы, ну, продолжением там, документа 14 года, что-то сейчас. 14 год договор, да? Да, договор. Вот что вызывает беспокойность и над чем нужно работать, чтобы позиция абхазского государства была очень четко прописана, и чтобы мы на уровне обсуждения эти проекты имели возможность широко обсудить. Руслан Николаевич, много вызывает вопросов опасения, как всегда, но вы ссылаетесь на договор 2014 года, но там, вот, например, вопрос двойного гражданства. В договоре 2014 года там формулировка другая. Если я не ошибаюсь, 13-я статья, там речь идет о упрощенной форме получения там, гражданами Абхазии гражданства российского. Там речь не идет о двойном гражданстве. Если говорить об энергетике, там вообще слова об этом нет, то есть этот вопрос здесь появился. Общее социально-экономическое пространство и так далее. Ну, это там речь в договоре, о котором вы упомянули, там о таможенном законодательстве, если я не ошибаюсь, есть слово гармонизация. О бюджетном законодательстве слово сближение. Или наоборот, сейчас не могу вспомнить. Вот единственное, вот, о чем идет речь. Все остальное, конечно, ну, за эти годы, наверное, какие-то вопросы наслоились и так далее. По поводу энергетики, что вызывает опасения? Вот те решения, которые сегодня были приняты, привели нас к кризису. И те люди, которые к этому нас привели, я очень сомневаюсь, что в этих переговорных процессах они смогут реализовать максимально то, что нужно нашей стране. Речь идет об привлечении инвестиций. Президент об этом в своих выступлениях неоднократно говорил, но просто, видимо, докладывают неправильно или не вникли в вопрос. У нас сегодня нет закона, который ограничивает инвестиции в энергетику. Нет такого закона. В генерацию тем более. У нас генерирующие станции можно строить сколько хочешь, это будет твоя частная собственность. То, что уже существует, до 5 мегаватт тоже можно в частную собственность забирать. Но помимо этого, у нас есть еще
концессия такое понятие, аренда. Вот Сухумгэс, я слушал интервью Резу Зантария на Сухум, вот он давал интервью широкое, где он сказал, что там, да, есть проблемы и так далее. Но Сухумгэс же является ярким примером. Сухумгэс находится сегодня в государственной собственности, но туда привлечены инвестиции, они в аренде находятся, значит, возвращают свои вложенные деньги. Эта модель существует. Поэтому в таком формате, если то это можно рассматривать. Отчуждение госсобственности по стратегической отрасли, я считаю, что это неприемлемо, потому что если мы в нашу энергетическую отрасль пустим частный бизнес, неважно откуда, это неименуемо приведет к удорожанию электроэнергии для населения, к тарифу, который вырастет до экономически обоснованного, а может быть и больше. Ну, бизнес так работает. Вложил, верни. Значит, я сейчас говорю о сетевых там, наших вопросах. Дальше. Значит, если мы можем поднять тариф и увеличить собираемость, тогда мы за счет собственных денег можем поэтапно восстанавливать нашу энергетическую систему. Поэтому здесь очень тонко надо. Я понимаю определенное желание каких-то, может быть, там, инвесторов потенциальных и других игроков. Здесь нужно вести переговоры, отстаивать национальные интересы. Эти вопросы не вчера возникли. И мы тоже с этим и сталкивались. И шли шаг за шагом. При том, что была там позиция одна, вторая, разность видения, мы сумели договориться с российской стороной о том, чтобы в энергетику в рамках инвестпрограммы мы будем вкладывать порядка там, 1,7 миллиардов рублей. То есть нам никто в этом не препятствовал. Сейчас в этом процессе вы участвуете? Нет. Оппозиция? Нет. Сейчас давайте будем подводить итоги нашего интервью, беседы и подводить итоги года. Вот что самое для вас важное событие 2020 года и самое главный вывод, который вы для себя сделали? 2020 год, ну, пока он еще не закончился, но 2020 год тяжелый год. И он, конечно, несмотря на то, что тяжелый, много людей мы потеряли, к сожалению. Это невосполнимая утрата. Но так как я являюсь оптимистом, этот год и пользу нам принес. Он обнажил очень много проблем, которые скапливались годами, которые уже невозможно игнорировать, с одной стороны. С другой стороны, этот год позволил многим из нас посмотреть на политических игроков, политиков с другой стороны. В политике я не только себя сейчас имею в виду, появились новые люди. Люди воочию увидели, что многие политические обещания, популистские политические обещания, которые были давались, они давались только для достижения политических задач. Я считаю, что это тоже надо использовать во благо, потому что это тоже урок. Жизненный опыт, как говорится, это самый лучший учитель. Берет дорого, но объясняет доходчик. Я очень надеюсь, я абсолютно в этом уверен, что у нас хорошее будущее. Абхазия будет современным, быстро, динамично развивающимся государством, с современной системой государственного управления, налоговым законодательством и иными факторами. Вот есть условия необходимые, но недостаточные для развития. Вот на первом этапе нам это надо сделать. Необходимый это эффективный госаппарат, законодательство, правоприменительная практика и дополнительные меры для того, чтобы интенсивно развиваться. У меня очень хорошее предчувствие в этом плане. Я думаю, что вот этот 2020 год — это некий такой этап нашей истории, который обнажил вот эти все проблемы, как я говорил. И крамольную вещь скажу в конце. Иногда, к большому сожалению, история вот даже на постсоветском пространстве показывает, чтобы сделать что-то серьезное и какие-то изменения, реформы в стране, иногда, к сожалению, надо дойти вот прям до очень критической ситуации. Я думаю, что вот сейчас, этот 2020 год, он как раз именно вот этот этап, где накапливается вот эта энергия, которая нам в перспективе позволит сделать очень хорошие, серьезные реформы, и вот мы уже воочию увидим то государство, о котором мы так долго мечтаем. Спасибо. Я
также выражу свое согласие и надежду, но при условии, если в нашей стране будет так широко развернут общенациональный диалог в целях поиска самых эффективных форм хозяйствования, управления, подбора кадров и то и подобное. Без этого диалога то, что мы наблюдали последние 16 лет, это свидетельствует. Спасибо вам за интервью, уважаемые телезрители. Напомню, это первое интервью об итогах уходящего года, об итогах 2020 года. Мы приглашаем сюда, к нам в студию на Абаза ТВ, политиков, представителей исполнительной власти, законодательной. И мы попытаемся за оставшиеся дни проанализировать, как мы жили, как мы работали, какие мы ошибки совершили, какие мы успехи достигли, чтобы в 2021 году эти ошибки не повторить. Спасибо, что смотрели нас.